Служба занятости 2.0. Система пусть и новая, но активно осваивается на местах. Смещение акцентов с безработных граждан на тех, кто в активном поиске – одна из главных ее задач. Что вполне логично, ведь на программы содействия в трудоустройстве только в прошлом году выделено 78 миллионов рублей. А на пособие по безработице в 4 раза больше. Сегодня в Коми 7,5 тысяч нетрудоустроенных. Среди них немало так называемых профессиональных безработных. И это бич современного общества. Те граждане, которые получают от службы занятости не финансовое средство, а инструмент для управления собственной жизнью. Они имеют возможность получить пособие, пусть минимальное, в дальнейшем стать, поскольку они так мало получают и нигде не могут, дескать, найти работу, малоимущими, в дальнейшем получить широкую систему социальных услуг, доплаты им до прожиточного минимума, и, в принципе, во многих территориях не бедствовать настолько, что, оказывается, у нас добротный дом, свежая кредитная иномарка, отличная антенна, принимающая 50 каналов, и безработный гражданин, который приезжает на этой иномарке для перерегистрации в Центр занятости населения. Найти рычаги воздействия на такие группы – одна из главных задач. Служба занятости вообще расширяет функционал, добавляя к обязанностям подбор, обучение и аттестацию кадров. И такая практика имеется. Например, для Сосногорского тепличного комплекса подготовлены десятки специалистов. Схему планируют запустить по всей республике. А еще ввести методику гарантированных собеседований. Работодатель сможет и сам прийти за соискателем. И проект вахтовых стажировок. Ведомство вместо пособий по безработице оплатит дорогу к месту работы и медосмотр. По-прежнему среди основных ориентиров трудоустройства несовершеннолетних на летний период, рабочие места для инвалидов, профессиональное обучение безработных граждан. Сегодня, находясь на учете в Центре занятости, любой человек может переобучиться на востребованные на рынке труда профессии, тем самым повысить свою квалификацию и, соответственно, трудоустроиться. В этой программе у нас принимают участие и профессионально-образовательные организации, и в том числе работодатели с точки зрения возможного софинансирования и понимания, что вот этот человек после переобучения перейдет к нему на работу. Что до безработицы, то это сегодня действительно не проблема. Вакансий много. Об этом говорил и Сергей Гапликов в своем докладе Государственному совету. Активно у нас реализуются программы занятости, которые направлены на переобучение безработных с последующим, конечно, их трудоустройством. Коллеги, мы сегодня имеем 61 тысячу вакансий в регионе. Подчеркиваю, чтобы все слышали, 61 тысяча вакансий. Если кто-то говорит о том, что у нас работы нет, запомните мои слова. 61 тысяча вакансий. О том, что работа в республике есть, говорят кадровые агентства. Работодатели готовы обращаться за помощью в поиске спецов и в коммерческие организации. По Сыктывкару, допустим, да, открыты у нас такие вакансии, как директора, замдиректоров, то есть инженеры ИТРовские вакансии, бухгалтера, но как ни крути, это в основном менеджеры по продажам. По продажам всего недвижимости, услуг каких-то, продавцы в мебельные магазины, продукты питания, все что угодно. Потому что, как показывает практика, работодателю очень много сил нужно затратить, чтобы найти того самого сотрудника. Службу занятости принято оценивать по 3 показателям: уровень безработицы, трудоустройства и общая продолжительность поиска работы. Нововведения отразятся на каждом из них. А предложения, озвученные на дискуссионной площадке, обобщат и представят правительству. Возможно, эти инициативы и помогут воплотить в жизнь апрельские поручения Сергея Гапликова. Александра Головина, Павел Люлянмен, телеканал Юрган.